В Коме очередная годовщина трагедии в ухтинском торговом центре «Пассаж». 10 лет назад она унесла жизни 25 человек. В ходе длительного судебного разбирательства то и дело появлялась информация, часто противоречащая доказательной базе, показаниях свидетелей и обвиняемых. И тем не менее, картина на сегодня такова. К пожизненным срокам приговорены решением суда непосредственные исполнители преступления, а вот предполагаемые заказчики до сих пор в федеральном розыске. Дело получилось неоднозначно и оставляет немало вопросов. Почему поджог произошел в самый час пик? Куда исчезла видеозапись камер наблюдения? Как получилось, что в тылу следователей образовались раскольные мнения на то, что происходит? Но для родственников погибших самый главный вопрос – при чем здесь их близкие? Максим Васильев о том, что это было. В начале о трагедии в Ухте. Это республика Коми. Крупный пожар в городском торговом центре унес жизни 20 человек. Сначала причиной трагедии посчитали взрыв газового баллона, но позже в прокуратуре сообщили, что двое подростков бросили в торговый зал, где в этот момент находилось много людей, бутылку с зажигательной смесью. 11 июля 2005 года. Практически в центре Ухты средь бела дня в огненной ловушке погибли 25 человек. Очевидцы и те, кому все-таки удалось спастись, уверяли, у пожара не технические причины. Был хлопок, вспышка просто огня, и все пламя кинулось очень быстро, моментально практически. Огонь горел открытым пламенем, то есть это мгновенное возгорание было от центрального входа. Событие сразу вызвало резонанс по всей стране. Дело о поджоге под личный контроль берут и президент, и генеральный прокурор России. И уже совсем скоро имя исполнителей следователи называют открыто. Алексей Коростелев и Антон Пулялин. На этом следственном эксперименте парни спокойно и методично рассказывали и показывали, как входили, как разливали горючку, как поджигали. Здесь стояла. Я ее, когда уже все сделали, она так ткнула ее вниз. А куда упала? Она упала. Сюда. Но затем с журналистской точки зрения началось самое интересное. При попытке связать имена поджигателей с заказчиками, а следствие и тогда и сейчас полагает, что это были известные в Ухте коммерсанты, братья Махмудовы, сразу несколько человек заявили о фальсификации доказательств. Против обвинения, ну или методов сбора доказательств, это кому как удобно, кто только не выступал. И некоторые правоохранители, либеральные московские СМИ, и, конечно, правозащитники отказались от своих показаний и уже осужденные на тот момент Пулялин и Коростелев. Вы будете обжаловать приговор? Да, конечно. Что не считаю себя виновным. А как вас имя правосудия, Бог судья. Впрочем, в интервью нашему журналисту Эдуарду Бушуеву один из них указал, почему. Вряд ли в черном Беркуте, тюрьме для осужденных пожизненно, сегодня преподают уроки актерского мастерства. И Алексей Коростелев легко и непринужденно лгал на камеру. Впрочем, искренен или нет он, судите сами. Из страха только пошел на это. Я не шел на преступление там, с целью, чтобы люди пострадали или там тем более кто-то погиб. И я очень сожалею, что так случилось, это очень страшно. В первую очередь я бы стал перед ними на колени и попросил бы прощения. А в дальнейшем они уже сами бы решили, нужно им что-нибудь от меня или нет. Помимо этого, я бы им как-нибудь постарался объяснить, если они меня поняли, что я совершу это только под давлением из страха. Свое параллельное расследование провели и матери трагически погибших. Их выводы ненамного отличались от позиции обвинения. Причину трагедии, передел сфер влияния в Ухте, они понимают, но принять не могут до сих пор. Нужна земля, сожгите ночью, разгребите пепелище и пользуйтесь землей, да? А кому нужны трупы? Для чего нужна смерть? Для того, чтобы другим неповадно было. Правильно? По-моему, самый веский аргумент. Вот. И я считаю, что это была акция устрашения. 13 октября 2013 года судом присяжных главные обвиняемые в заказе поджога, братья Махмудовы, были оправданы. На этих кадрах они счастливы и довольны. Еще бы, их отпустили из зала суда как победителей.
И кому теперь есть дело, что Верховный суд России вердикт присяжных отменил? Всего через день после оглашения о местонахождении братьев Махмудовых уже никто не знал. Не помог и федеральный розыск. Их оправдание многие из родственников восприняли как плевок в души своих погибших детей, сестер, матерей. 25 ни в чем не повинных обычных ухтинцев в жаркий июльский полдень, случайным образом оказавшихся под одной огненной крышей обычного торгового центра. Максим Васильев, телеканал Юрга.